Иппотерапия – это способ лечения различных болезней посредством катания и общения с лошадьми. Это подойдет людям, у которых неправильная осанка, остеохондрозы, остеоартрозы. Также те, кто перенес какие-то травмы позвоночника, ДЦП и затяжные депрессии. Всем привет, друзья! Это программа «Испытано на себе». В рамках этого проекта я узнаю, как проходит лечение с помощью иппотерапии. Для меня это будет двойное испытание, так как сегодня я встречаюсь со своим главным страхом, боязнью лошадей лицом к лицу. Поэтому лично для меня очень хорошо подойдет кошкотерапия. И вот это вот мурлыканье, оно на самом деле успокаивает. Прежде чем мы начнем, для начала у нас будет ознакомительная прогулка. Я вам всем советую к нам присоединиться. Как и в любом виде спорта, безопасность – это, конечно же, превыше всего. Для того, чтобы избежать каких-либо травм, мне выдали специальную каску, в которой как раз-таки я и буду на прогулке. Сейчас мы посмотрим, насколько мне подходит данный головной убор. Ну, по-моему, неплохо. По-моему, очень даже стильно. Только она не затягивается. Она не работает. Не затягивается? Да, не затягивается. А вам так неудобно, да? Нет, нормально, я просто не знаю. Все, как говорится, дело в шляпе. На сегодня мой эскорт – это вот этот прекрасный жеребец. Как его зовут? Блокпост. Блокпост. А почему его так назвали? Он до того, как прийти к нам, служил в конной полиции. Угу. Самое первое, самое главное начало, мы же, наверное, должны с ним как-то войти в контакт. Да, вы можете с ним погладить, познакомиться, дать понюхать руку. Вот так. Если ему что-нибудь не понравится, я это пойму сразу? Он будет прижимать уши. Угу. Привет, Блокпост. Мне очень страшно, но я хочу с тобой войти в твое доверие, а ты в мое. Он хочет с вами познакомиться, Ты интересуется. хочешь со мной познакомиться, но вот это вот моя ладошка. Тут может быть многообразие разных запахов, от парфюма до, я не знаю, до каких-то там той же самой шариковой ручки, которая была в течение всего дня у меня в руках, или там телефона, который лежал неизвестно где. Все в порядке? Погладьте его. Не бойтесь, он у нас добрый, спокойный конь. Ты не против, если я к тебе прикоснусь? Очень теплый, красивый, славный носик. Ребятишки прям приходят совсем маленькие. Да, совсем маленькие дети ездят на блокпосте как раз, или у нас есть пони специально для совсем маленьких, 3-летних детей, 2, 4. А как они воспринимают? Вот мне, допустим, почему-то что-то у меня вот прям, ну как-то некомфортно, я боюсь. А детки, они же совсем маленькие, или у них отсутствует инстинкт самосохранения? Детки, они очень интересуются лошадьми. Ну, конечно, есть дети, которые побаиваются, но большинство детей очень хорошо контактируют с лошадьми, дружат, Друзья, любят. мы забыли представиться, это Алина. Она мне сегодня проведет обучение. А вы сами как давно занимаетесь? Я занимаюсь 14 лет, 6 лет. Сейчас 6 мне лет 20. занимаетесь. Ага. Здорово. А вы почему пришли в этот вид спорта? С самого детства я любила лошадей. Вообще с рождения я и игрушки только с лошадьми, мультфильмы с лошадьми. Ну и бабушка решила отдать меня в конный спорт. Угу. Я сначала занималась в другом месте, потом я пришла сюда, и вот до сих пор тут работаю. Здесь мне по душе. Угу.
Давайте перед тем, как сесть, нужно будет настроить стремена под себя. Ага. Подойдите сюда, не бойтесь. Возьмитесь. Но Вот. я все время буду одна. Нет, с вами будет вот инструктор, и я буду рядом с вами. Хорошо. Возьмитесь вот здесь вот так рукой. Мгм. Вот так? Ага, вот прямо здесь. Вот И здесь? да, смотрите, вам не доходит, да, до подмышки? А как оно должно? То есть я Она- вот взяла с самого начала, и оно должно мне до подмышки доходить. Да, она должна упираться вам в А подмышку. это что значит? Это вот получается вот моя длина? Да, ноги. Ты. Упирается вам в подмышку? Ну, не сказать, чтобы упирается, ну, доставать достает, он Достает, шевелится. да? Тогда с той стороны я вам сделаю так же. Мгм. Я же говорила, что мне больше кототерапия подходит. Вот смотрите, еще один кысик. Кс-кс-кс-кс-кс. Иди ко мне, серый. Иди ко мне, красивый такой, желтоглазый. Вот это вот терапия, вот я сразу вот с этими животными я быстро вхожу в контакт. Да? И они со мной быстро входят в контакт. Кто знает, может, в роду были ведьмы. Шучу я. Вряд ли. Испытано на себе. С ним все нормально? Я ему как бы он Да, меня да, конечно, он терпит. добрый, у нас спокойный конь. А мне иногда кажется, что он подрыкивает чуть-чуть. Или может это у меня-то внутри все дрожит. Может быть. Ага. А почему лошади все левши? Ну вот люди, когда рождаются, априори они большинство правши. Ну да. Бывает исключение, что люди левши. Вот и также у лошадей. Тоже бывает исключение, что они могут быть А правшами. как это определяют с момента рождения, когда они вот еще теленочки же, ребята? Ну, это можно сказать, что никак не определяет, просто... Ой, я даже не знаю. Нет, Как а это как-то по объяснить? внешним признакам как-то это видно? Нет, по внешним признакам это не видно, просто лошади всегда удобно подходить с левой стороны, вести ее с левой стороны, Мгм. садиться на нее с левой стороны. Мгм. Также и вам будет удобно с правой Мгм. руки ее вести. Этот стульчик для меня. Да, это для вас. Как все это делается? Так, сейчас вы встанете на стульчик и ставите сюда левую ножку. Не бойтесь. Так мне надо сначала устойчиво поставить. Не хотелось бы это. Саша, там Просто отяжелишь упасть стремя. со стула и закончить эту программу. Мгм. Быстро так. Ой. 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 Ставите сюда левую ножку свою. Угу. Мгм. Не очень глубоко. И садитесь. Ну, вы же меня не бросите одну? Нет, нет, я с вами. Так, когда вы сидите на лошади, стремя должно лежать на самой широкой части стопы, там, где начинаются у вас пальчики. Ага. И пятка должна быть смотреть вниз. Вот так. Какой так? Да, вот так. Ой. С той стороны вам тоже то же самое, все Мгм. правильно. Вас вести или вы будете Нет, вы будете. держаться? Хорошо. Иначе это. Мы сегодня пришли сюда с помощью ипотерапии лечить депрессию. А у меня сейчас будет невроз. Я первая или ты? Сейчас мы с вами едем на прогулку. У нас несколько маршрутов прогулки есть и на 45 минут, и на час, и на 2, и на 4. Ну, там очень много разных Но вы как, вариаций. в течение всего этого времени сопровождаете или есть такие, что вот уже более опытные как бы люди, которые приходят и уже прям сами в течение 45 минут могут самостоятельно прогуляться? Нет, всегда сопровождает инструктор. Он и либо едет вот как верхом спереди, либо ведет рядом с лошадью, идет вас. Наверняка же есть какие-то моменты форс-мажоров, что лошадь может испугаться или вообще что-то может во время прогулки пойти не так. Что это может быть? Какие варианты? Да, такие форс-мажоры бывают, но это бывает очень-очень исключительно редко. Лошадь может испугаться громких звуков, резких движений. Например, из угла может резко выехать КАМАЗ. Но у нас такого нет, потому что мы проводим прогулки в лесу, на открытой территории. Здесь не ездят КАМАЗы, нет громких звуков, поэтому всегда все проходит спокойно. А вот смотрите, ну есть в последнее время в центре нашего города некоторая проблема о том, что ходят лошади. Ага, да. Как себя вести при встрече с ней?
Ну, конечно, лучше к ней не подходить. А если она идет на тебя и тротуар узкий? Просто я однажды так встретилась, и мне пришлось попятиться и спрятаться за магазином. Если она к вам подходит, то убедитесь, что она может к вам подойти просто из интереса. А нам негде было разойтись по дороге, в принципе. Тогда в таком случае можно просто чуть-чуть пододвинуться и дать пройти коню. Конь ничего не сделает, если у него нет интереса вам что-то сделать. Он просто хочет пройти мимо. А как-то по внешним признакам можно определить, что он агрессивен настроен? Да, если он агрессивно к вам настроен, он будет прижимать ушки. А вот это сейчас он не прижимает ушки? Всё Нет, он вас слушает. ему нравится голос Да, мой. он повернул ушки к вам и слушает вас. Я могу его погладить? Да, конечно, погладьте. Солнышко, мой голос слушает вся республика. А вот во время прогулок, допустим, если вы в течение 45 минут сопровождаете человека, который приходит на ту самую ипотерапию, что обычно делают пациенты? Они молчат или они также с вами душевно разговаривают, и слушают музыку какую-то свою там медитативную в наушниках? А можно поправить, да? Да. Это вне эфира. Ага. Мы сейчас не ипотерапию ведем, прогулку. Просто прогулка. Да, это просто Мгм. прогулка. Хорошо. А вообще в нашем городе пользуются спросом именно вот такие прогулки? Да, людям очень нравится ездить на природу верхом на лошадях, живое общение с лошадьми. Ну как, они Свежий могут воздух. прийти и взять в аренду как вид транспорта, или же все-таки нужно именно с инструктором? У нас множество различных услуг. Мы можем как проводить прогулку с инструктором. Мгм. Также мы можем дать лошадь в аренду, но, конечно, мы не дадим лошадь, просто не отпустим с вами. С вами всегда будет инструктор, тот, который знает хорошо лошадь, тот, который вам поможет, расскажет, если что. А вот что касается конного спорта, именно конные скачки, это же прям у нас одно из любимых таких мероприятий, там Да. особенно на праздник Эсэха. Мгм. Вот именно спортсмены, кроме обычного седла, есть ли у них еще какие-то там, я не знаю, ремень безопасности? Нет, если можно так сказать, ремень безопасности всадника – это сам всадник. Всадник должен знать все меры осторожности, все правила, правильно сидеть, у него должна быть правильная посадка. Тогда все будет хорошо. Мгм. А тогда получается вот это выражение «держаться в седле», оно прям в буквальном смысле Да, верное? в буквальном смысле. Мы верхом на коне держимся ногами, исключительно коленом, прижимаем колено. Я ножки расслабила, свесила, у меня так все хорошо, я даже так немножечко даже страх отпустил. Ой. Я представляю, те ребята, которые у нас отправились, вот сейчас дошли до Красноярска Да. из Аймихона, как вот они, в принципе, это же надо как-то, во-первых, привыкнуть, но Да. как-то слишком много так не посидишь. Ой, давайте развернемся обратно. Обратно поедем? Да. Лера, разворачиваемся. Разворачиваемся. Помедленнее. А как все-таки с лошадью разговаривать? Она понимает иго-го, Да, или это она- мы люди придумали так? Они между собой разговаривают иго-го, да. Но лошадь понимает то, что вы ей говорите. Мгм. Она понимает интонацию, слова. Например, если вы будете грубо разговаривать с конем, коню это, конечно, не понравится. Это никому не понравится. Да. Ни человеку, и ни лошади, ни Да. кошке, вообще абсолютно никому. Да, и она понимает слова. Например, блокпост. А бывает такое, что лошади между собой балуются? Да, они играются. У них такой же характер, как у людей. Им может не нравиться определенный конь, а может и любить. Вот у блокпоста есть любимая своя кобыла, которую зовут Dancing Star. Dancing Star? Да, Звезда танцев? да. А как это проявляется среди их там отношений? Что они там любят, хорошо к друг другу относятся? Они милуются? Да, они стоят, друг друга кусают. Вот так, прикусывают губками. Это как целуются? Да, да, целуются.
Бывает, что и целуются, правда, через денники, через стойло. Потягиваются друг к другу мордашками и целуются. Ой, как мило. А вот что касается там материнского инстинкта у лошади. Да, материнский инстинкт у лошади очень большой. Кобыла всегда будет защищать своего же ребенка и от себя далеко никуда не отпустит. Это до определенной, до поры до времени, пока не подрастет, она не будет в нем уверена? Или, ну, в принципе, всегда она за ним приглядывает, даже когда он подрос? Когда жеребенок подрастает, его разделяют от матери, чтобы он привыкал ходить один, жить один без матери. Вот тогда мама от него отвыкает, и он спокойно ходит сам. А что касается именно нашей Якутии и диких лошадей, есть ли у них условия переживать нашу зиму? Дикие лошади у нас якутской породы, они очень хорошо переносят нашу зиму, хоть она и суровая. У них такой очень-очень густой подшерсток шерсти, и им не холодно зимой у нас. И ножки, да, у них еще короткие такие вот? Да, коротенькие ножки, и зимой они сами находят себе пропитание. А как, они роют? Да, они копают снег, докапываются до земли и там кушают. А ночуют где? Ночуют тоже на улице, но вот дикие лошади ночуют на улице. А что они кушают, кроме травы? Овес, комбикорм, всякие подкормки, витамины. Но чаще кушают сено и овес с комбикормом. А вот в плане развлечений каких-то, вот, бывает ли такое, что вот, там, заказывают именно на свадьбу? Да, заказывают на свадьбу. У нас есть карета специальная для свадьб и для всяких мероприятий. Заказывают на фотосессию лошадей. На свадьбу чаще всего берут одного вороного коня, одного серого. А, чтобы по цвету, да, Да, не различались? да. И жених, и невеста, да? Да. У нас множество разных услуг. Абсолютно любую услугу мы можем провести. Привезти вам коня в город. На день рождения заказывают пони для детей и так далее. Ну все, мы приехали, да? Да. Все, мы приехали, теперь надо будет спускаться. Да. Мгм. Вы сами спуститесь или вам стул принести? Давайте со стулом. Саша, стул принеси. А то, мне кажется, я начну вылазить, и у меня одна нога останется в стременах, и все. Так, чтобы спуститься с коня, вам надо будет то стремя скинуть и перекинуть сзади коня ногу и встать. На стульчик. Верно? Да, все. Молодцы. Ну, первый этап нашей съемки прошел, я думаю, удачно. Что-то внутри успокоилось, видимо, меня немножечко даже укачало, и какое-то волнение отошло на второй план. Продолжим дальше, а вы будьте с нами. Испытано на себе. Ну что, друзья, мы приступаем ко второму этапу нашей программы. И сейчас у меня как раз-таки будет та самая ипотерапия. Да, которая у меня начнется с чистки. В этом мне помогут. Во-первых, обучать меня будет Валерия. А почистим мы сегодня вот этого замечательного жеребца. Его зовут Рафинат.
И он балуется. И меня пугает. А он уже предложил все, да? Ну да, он может вредничать, он уши прижимает, значит, он немножко злится. А давай ты не будешь злиться, у нас все-таки цвет волос с тобой одинаковый. Мы как-то должны, наверное, друг с другом договориться. Так, хорошо. Перед тем, как мы садимся на лошадь вообще, мы чистим лошадь. Это подготовительная щетка, то есть мы ей начинаем с щеки, даем лошади понюхать, если она заинтересована, а то может подумать, что у вас в руке вкусняшка. Начинаем И с захочет щеки. ее укусить. Да. Из-за этого мы даем понюхать. Потом мы гриву перебрасываем и круговыми движениями всю пыль мы с лошади поднимаем. Потом шея, грудь. А вот в отличие от тех же самых кошек, когда их гладишь против шерсти, им, конечно, это не нравится, Не они нравится. нервничают. А лошади как к этому относятся? Но они уже привыкшие, они с детства к этому обучены, так что им нормально. А почему именно с щеки начинать? То есть как бы с самого начала? Ну да, с самого начала потом у нас идет шея, грудь, передняя нога, спина, живот. Почему он облизывается? Просто потом идет круп, это попа лошади, и задняя нога. Ой, а почему с него так много сыпется? Это сейчас весна, лошади линяют. А, да? Да. Как и все собаки, все линяют. Ну что, Рафинат, мы с тобой договоримся? Ты вот подрагиваешь тут своими ноздрями. О, блин. У меня чуть не проскользнули слова не для эфира. Не бойтесь, лошади чувствуют страх Да куда же вы денешь-то этот страх? и начинают людей дразнить. Окей. Мы можем выбрать другого, менее хулиганистого? Давайте я его тут подержу. Не бойтесь. Так? Вы можете шею начать. Я не готова, к сожалению, начать. Извините. Что можно сказать? Данный этап провален. 100%. А может быть, мы коняшку заменим? А может быть, пони будут более сговорчивыми? Они все такие маленькие. Маленькие мне нравятся. Вот с детьми я быстро нахожу контакт и общий язык. Тащи вольтрап с куртой. Выбрав безопасное расстояние, если не получится у меня испытать, я хотя бы возьму интервью. А вопросов у меня очень много. И вот, Валерия, расскажите, пожалуйста, у нас вообще в нашем городе пользуется ли спросом как раз-таки вот эта вот услуга ипотерапия? Да, большим спросом, конечно же, пользуются. Также у нас очень много в городе деток именно больные, особенные детки. ДЦП большинство и гиперактивностью дети. Ну вот смотрите, ребенок с гиперактивностью, он даже если не просишь, залезет везде, ему все интересно. Да. А как вот именно при контакте с лошадями, причем они же во много раз его больше, не бывает ли такое, что они прям могут залезть куда не следовало? Ну, у нас лошади к этому приучены, даже если лечь задом наперед или встать на рафинады, например, он ничего не испугается, он к этому абсолютно нейтрален. А почистить себя не дал? Он так дразнит. Ты меня рофлишь, да, Рафинат? Все? Я тебя раскусила, дорогуша? Ну, ладно, все. И в чем вообще заключается? Детки приходят, они вот так вот входят в контакт с животным, они его чистят. Нет, на ипотерапии они не чистят лошадей, лошадь уже готова. Они садятся на лошадь и начинают с гимнастики. Делают какие-нибудь упражнения. Также на развивающие есть у нас упражнения с палочками в руке. Ну и также гимнастику. У них разрабатываются всякие мышцы рук, ног.
а дети с гиперактивностью, они успокаиваются, потому что когда едете на лошади, лошадь как будто укачивает. Да, есть И такое. после этого люди, дети уже засыпают. Да, и они приходят и уже более спокойно. А если становятся. проблемы со сном, вот как раз-таки можно прийти к вам там Ну да, у нас были случаи, когда люди засыпали верхом на лошади. верхом на лошади? Да. Значит, мы будем видеться чаще, дорогуша, пока я не буду спать нормально. А еще такой вопрос. Как бы вас не так много здесь, инструкторов. А вот какая допустимая группа, количество деток? Ну, у нас бывают и 20 человек приходят с А как за всеми экскурсией, да. Ну, уследить? мы, например, берем сколько у нас людей, например, 6 человек у нас есть в помощниках инструктора, они берут 6 лошадок, и мы по очереди их катаем. Мгм. То есть кто-то ожидает, Да. кто-то и катается. Да. Хорошо. А что еще, вот, кроме вот этих вот... А за счет чего вот как раз-таки проходит реабилитация? За счет импульса лошади, когда лошадь идет, это идет массаж всего тела, и как бы лошадь дает весь массаж, и на лошади работает та группа мышц, которые не предназначены для жизни. Ну, как бы не те мышцы, другие. Я как-то в одном фильме видела, когда действительно там была «Любовь и голуби». Это, кстати, фильм был, когда Людмила Гурченко, она на каком-то тренажере сидела, который имитировал вот это вот, как будто бы она едет на лошади. Я еще тогда подумала, что это за ерунда такая. Вот, оказывается, прошло сколько-то, 20 лет, чтобы я поняла и узнала на самом деле чудодейственный эффект вот этих тренажеров. А как лошадки к вам вообще попадают сюда? Попадают, мы их покупаем. А бывает такое, что вот были найдены или были практически загублены и спасены? Да, у нас есть такие лошади. Как они тогда потом начинают свою новую жизнь? Уже тут же снова нужно войти в доверие, снова начать человеку? Ну, и у нас лошади приходят и реабилитируются тут. Стоят, они наедаются, и как бы они уже видят то, что другие лошади к нам хорошо относятся, и тоже начинают с нами контактировать. А был ли какой-нибудь самый такой случай, когда действительно конь был строптивый? Но потом он как бы сдался. Ну, у нас есть с рождения тут конь Исаул, он жеребец, он немного такой буйный, но сейчас он спокойный конь стал. Постарше, да, Да. остепенился, одумался. Да, и сейчас он... А для взрослых людей как проходит как раз-таки ипотерапия, допустим, тех же самых, ну, с неправильной осанкой это мы уже разобрались, то есть там, в принципе, особо не согнешься, не выгнешься, сидеть надо более ровно, тогда как бы и лошадь будет ровно идти. А для тех, кто перенес как раз-таки там травмы позвоночника? Ну, это также гимнастика для спины идет, то есть такой же массаж и импульс дает, тоже позвоночник начинает работать. Так что, друзья, вы просто видели, во-первых, вы все это слышали, вы все это видели, то есть рекомендации получены, так что берите на вооружение. И я уже по своим ощущениям внутренним скажу, что вот буквально даже у нас прогулка не заняла больше 20 минут. И если у нас во второй половине дня проходит съемка, в течение всего дня или прошлых недель были разные ситуации, когда какое-то эмоциональное состояние было немножко расшатанное, то действительно вот этих 20 минут хватило, как-то действительно укачало, убаюкало. Ну вот, и сразу вспоминается еще одна детская сказочка, типа «Приходите, тетя лошадь, нашу детку покачать». В общем, детку укачала. Все, что у нас будет следующее? Сейчас мы выйдем на улицу, посадим вас, и у нас будет идти На него? ипотерапия. Да, на него. Он спокойный. Он может только подразнить. Ну, хорошо, вот они, испытаны на себе. Теперь посмотрим, как Рафинат, даст ли он мне второй шанс. Вот я тебе второй шанс даю. И очень надеюсь, что ты будешь со мной партнерствовать. Нет, он отвернулся. Но мы все равно попробуем. Испытано на себе. Ну что, друзья, это моя вторая попытка войти в доверие к этому строптивому Рафинаду. Ему что-то не нравится? Он просто играется. Ну, это жестокие игры. Вы только посмотрите, он кусается.
сидим. Держимся за ручки. Да, только не отпускайте его, пожалуйста. Нет, он уходит куда-то. Не уходи. А, да. Тогда было очень неловко. Так, а можно, да, двоих страхующих? Человечек. Ну все, начинаем? Давайте начнем. Что это у нас первое? У нас как бы проходка, да, идет? Да. Вы привыкаете к лошади. Он идет и хрюкает. Он дышит. Ой, будь здоров, Ты чё? будь здоров. Будь здоров. Подавился, что ли? Ему, наверное, не нравится. Давайте все-таки я слезу. Нет? Сейчас мы встанем и будет гимнастика. Давай сразу гимнастику. Ну давай. Давайте вы мне будете объяснять. Так, сейчас мы остановимся. Не отпускайте его. Не отпускаю. Так, давайте начнем с поворотов туловища. Ага. Раз, два. Так вы лучше рафинад. Вот так? Да. Ой, господи. По-моему, нет. Это провал. А, ну, может, В смысле? Нет, я в плане того, что молодой горячий. Нет, он не молодой. Вот, тем более. Он просто прошаренный. Он прошаренный. Все? Ну, так ноги тянутся смешно. Причем в таких местах, где я бы в обычном там спортзале на гимнастике бы никогда не потянула. Мгм. Что дальше? Давайте ноги можем поднимать. Так, вот так. Да. Вот. Две ноги сразу же. Так. Обе, что ли, две? Да. Как, вот так? Ну, Ух ты! Так, подожди, мне кажется, даже в тазу что-то щелкнуло. Я тоже не молода, поэтому... Что дальше? давайте 10 раз в одну сторону, как будто плывете в ту. Так? Да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Теперь можем наклониться вперед. Каким образом? Ну, обнимите его за шею. Детки у нас и задом наперед сидят. Можете обнять руками за шею. Ну, вот как вот с ним обниматься? Когда вот- Можете теперь назад лечь. Ой, как хорошо. Ой, теперь как встать? Ой. Вот прям хорошо, так прощелкало все, так неплохо. Угу. Что дальше? Мне уже нравится. Давайте эту ногу ко мне сюда. Угу. Угу. Садимся боком. Ага. Теперь эту ногу туда. Угу. Теперь можете лечь. Угу. И обнять его. Я не... Если честно, мне бы вот не понравилось, чтобы кто-то не менее приятный вот так бы меня сзади обнимал. Поэтому я тоже рисковать не буду. Ага. Ну, можем теперь обратно сесть. В обратную, да, сторону? Угу. И обратно.
Как вот эти вот циркачи еще встают, что-то там на ходу Ну делают. да, это вольтижировка уже или джигитовка называют. Джигитовка. Что делаем далее? Так, ну теперь можем шею поразмять. Ой, там, по-моему, в самую камеру был хруст. Ой, хорошо. Дальше? Ну, можем закончить, да, на это? Да, давайте закончим на этом. Всё. Меня все похрустело. Теперь я отсюда буду слазить. И сколько вот получается по времени это длится? 30 минут. Ну, могут брать и 2 сеанса сразу же. А есть какая-то допустимая там мера именно вот этих занятий по времени? Да. Как понять? Ну вот что действительно лучше как бы не переусердствовать, как бы типа Ну, не детки принасыщаться. иногда начинают, типа, ну все, больше не хотим. А, то есть Тогда тут мы уже заканчиваем. по их внутренним ощущениям, да? Сейчас видишь. Ну все, дорогой, ты можешь отправляться дальше, а мы продолжим съемку. И как вы уже могли понять, жокей из меня так себе, поэтому мы оставляем это дело профессионалам. И прямо сейчас, друзья, мы можем посмотреть, как проходит конная тренировка. Друзья, время нашего выпуска подошло к концу, и я его завершаю. В этом мне помогает кобылица, которую зовут Фантастика. Именно так можно описать сегодняшнюю мою... Все, что со мной сегодня произошло, это действительно большая гамма чувств здесь. И есть место какому-то страху, есть место какому-то, я не знаю, восторгу, расслаблению и напряжению одновременно. Так что, друзья, если же вы хотите тоже пережить это в своей жизни, то обязательно отправляйтесь на ипотерапию, потому что это будет полезно вам всем. А я с вами прощаюсь. Всем пока! Испытано на себе.